Прилет в Эмираты стал настоящим испытанием для нашей съемочной бригады. Перемещение из мягкого, умеренно-континентального климата в субтропики – это всегда вызов для организма. Перепад температур в 30 градусов. Здесь очень плотный, если не сказать вязкий воздух, насыщенный испарениями Персидского залива. Самолет, идя на посадку, позволил нам оценить то место, куда мы летим. Поражают масштабы города, в котором проживает наша героиня. Он огромен, он насыщен суперсовременными зданиями. В нем мало зелени и окружен негостеприимными песками. Всемирно известные архитектурные шедевры Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире Бурдж-эль-Араб, или, как его называют, парус, привлекает взгляд и видны из любой точки города. А когда ты уезжаешь подальше от города, то кажется, что из любой точки Эмиратов, хотя, наверное, это всюду в мире. Но это только одна ипостась города. Наша героиня и ее семья предпочли миллионам тонн стекла, стали и бетона тихий и уютный провинциальный пригород. Как нельзя лучше подходящий для ведения неторопливого и размеренного ведения жизни и воспитания ребенка. Итак, пригород Дубаев, Раушан, наша героиня. Давайте знакомиться. Здравствуйте, проходите. Добро пожаловать к нам домой. Это мой муж Шабир, наш папа. Моя дочь Латифа, ей 8 лет, полуказашка, полуиндианка. У нашей героини удивительная, безусловно романтическая и во многом фантастическая история жизни. Она с детства любила индийскую культуру и упивалась просмотром индийских фильмов. Ее звали всегда Шаня, а иногда Шанти, что по-индийски означает «спокойствие». В 1996 году меня подруга познакомила с моим будущим супругом по фотографии. И он пригласил меня, чтобы увидеться. Мы увиделись с ним, встретились. И, можно сказать, была индийская любовь с первого взгляда. Так получилось. I asked one of my friends, Kazakhstan friends, who had a beautiful wife. Her name was Asila. And I told Asila, please bring for me his wife. У меня есть друг, у которого очень красивая жена Аселя. Я ее попросил: Аселя, найди мне жену-казашку и такую же красивую жену, как ты. Потому что я прихожу к вам домой, и мне очень нравится ваша гостеприимность, ваша теплота. И это правда, это норма в казахской культуре. Она сказала: да, вот такая у нас культура. Я спросил: может, тогда познакомишь меня с какой-нибудь красивой девушкой из Казахстана? И она ответила: конечно. Очень обрадовалась. Потом пригласила подругу на пару месяцев. Теперь это моя жена Раушан. И мы вместе с 1996 года. Почти 19 лет. Но я не верила в это, не хотелось верить в эту любовь. Я попросила его, что если ты хочешь реально на мне жениться, то приезжай в мою страну, в Казахстан. И вот через 2 недели он приехал ко мне на родину, познакомиться с мамой, с моей семьей. У меня, значит, 2 брата, сестра старшая тоже. Все женаты, замужем, в счастливом браке. Он увидел нашу семью, наше казахстанское гостеприимство. Ему очень понравилось. Я приехал в Тарас, и там был просто поражен, потому что меня поразила их гостеприимность. У нее большая семья, и все постоянно меня приглашали в гости. Я там себя очень уютно чувствовал, знаете ли. И в ту поездку я подошел к ее матери и сказал: «Мама, я хотел бы жениться на вашей дочери». И мама была счастлива, потому что кто-то из другой страны приехал в Тарас, чтобы жениться на ее дочери. Со мной мама меня одну не отпустила, как по казахским традициям отправила старшую сноху, жену моего брата. И вот мы приехали с ней вместе в Дубай. Она посмотрела, где он живет, как живет, кто он. Она сказала: мам, не переживайте, все, у Шани все отлично.
And after 2 years, I think I went to Kazakhstan. И через 2 года я снова поехал в Казахстан. И увидел там дом и купил для нее. Сказал, что это подарок для тебя. Последние 12 лет я в Казахстан приезжал почти что каждое лето. Тут в Дубаях очень жарко, так что я уезжаю на 2 месяца. И до этого дня каждый год я приезжаю в Казахстан на 2 месяца. Ну просто замечательно. Снова жду, когда снова смогу поехать. У меня там много друзей. Думаю, у меня в Казахстане гораздо больше друзей, чем в Дубае, потому что они меня очень любят и вселяют столько энергии, энтузиазма. Конечно, в жизни не бывает все гладко, и переехав в Эмираты, нашей героине пришлось головой окунуться в суровые будни. Это языковой барьер, абсолютно другая ментальность, другой воздух, кухня, привычки, оторванность от родины и близких. Но новорожденная любовь оказалась сильнее разрыва с привычным укладом жизни. Я приехала сюда, и у меня началось здесь знакомство с другой культурой, другой язык, обычаи. Тяжелые моменты – это когда я приживалась уже, стала изучать английский язык, индийский, по ходу все у меня. И произошел в жизни один такой момент, когда далеко от родины, по родине скучаешь, никого здесь нет. Я выезжала на море с журналами русскими, знакомилась с туристами с Казахстана. Знакомилась прям, брала их за руки и просила проехать ко мне домой на чай. Где-то 3 года я, можно сказать, приживалась, мучилась. Ну, я хотела бы рассказать историю вообще нашего знакомства с моей подругой. Как вообще это происходило. Начало было очень банальным. Мы познакомились на пикнике, который был организован школой. И так как у нас у всех есть дети маленькие, и так получилось, что вся школа была на пикнике, и все русскоговорящие, естественно, кучковались. И девочек я многих там знала, и так получилось, что Шаня для меня была новенькая. Ну, сразу произошла какая-то искра у нас. Мы почувствовали, что что-то у нас есть такое, что нас объединяет. Во-первых, мы немножечко были постарше девочек остальных, и в общении всегда происходит какая-то химия или что-то там такое, что чувствуешь, что твой человек. Вот это я почувствовала. Настолько, как может характеризовать человека. Она первый раз меня увидела, и на этой же неделе она пригласила нас на завтрак. Мы обрадовались, естественно. Девочки, мы все собираемся на завтрак к Шане. И как-то и дети наши стали общаться. Это способствовало вообще нашей дружбе. И вот с этого завтрака началась наша такая тесная, близкая дружба, которая длится уже 4-5 год. Наша героиня тяготеет творческим профессиям. Она закончила институт красоты, колледж косметологии, к тому же она дизайнер интерьера и ландшафтный дизайнер. В связи с рождением дочери у нее не получается заниматься этим профессионально, однако она всегда находит время, чтобы дать совет своим друзьям в этих сферах. Я сама из города Джамбула, когда я там училась, закончила 11 классов, я почему-то, не знаю, мне с детства нравилось ухаживать за прическами, следить за красивыми женщинами, ухоженными именно. И я выбрала, помимо того, что у меня отец врач, мать педагог, я выбрала почему-то больше сферу красоты. Тогда при Советском Союзе еще у нас в городе Джамбуле, еще тогда был Джамбул, открылся колледж красоты, куда я поступила. И в течение 2 лет я закончила колледж красоты и получила корочку. Раньше давали удостоверение мастер широкого профиля. Сейчас жизнь Раушан всецело посвящена семье. Более чем удачный брак осветился грандиозным событием – рождением дочери. Первый ребенок в жизни мужчины и женщины – это очень серьезно. Я хочу вам показать фотографии. Это моя фотогалерея, которая сделана мной. Моя дочка, наша долгожданная Латифа. Мы
как бы планированный ребенок. 10 лет мы жили для себя и как планировали. Я вообще мечтала иметь девочку. Вообще хотелось одного ребенка всегда, не знаю почему. И вот наконец-то в 2006 году в мае я родила Латифочку. We've been living now since same way, 19th, and then we had one girl. Так мы живем с 90-х. У нас одна дочка Латифа, и я ее очень люблю. Замечательная девочка. Она ходит в очень хорошую школу здесь, в Дубаях. Она учит русский, казахский, также хорошо говорит по-английски. Жизнь складывается очень хорошо. И здесь я сделала специально, если видно там I love you, мами, это значит, как я люблю маму. Здесь Латифочка в разный возраст, и она со мной. А здесь я люблю тебя, папа. И вот она с папой, и тоже разные сделаны. Абайкуке. Кто это? Саулетате. Dhaka. Да. Мы вообще с самого дня знакомства со своим супругом отмечаем годовщины свадьбы, все наши праздники, в общем. Наше 20-летие мы решили отпраздновать в Казахстане. Вот откуда он меня когда 20 лет назад забирал, мы вот также хотим сделать это уже, как 20 лет спустя. Это место, где мы отдыхаем в парке обычно с дочкой. Мы каждый раз приходим сюда отдыхать, потому что она здесь знакомится с новыми друзьями, знакомится здесь, играются. Пока она играется, у меня есть время для пробежки. Вот мы иногда с подругой здесь встречаемся и делаем какие-то зарядки немножко, поддерживаем форму, стараемся как бы. Мы постоянно ездим. В год, может быть, у нас бывает по 4 поездки, 4 разные страны. То есть ребенком им очень интересно. И больше отдых мы выбираем Казахстан, уделяем, потому что мне хочется, чтобы мой ребенок, Латифа, она выучила русский язык и слышала больше по-казахски, чтобы запоминала, чтобы знала, откуда ее мама. Вот. У меня Латифочка, она видела только вот весну в Казахстане. В апреле месяце мы как-то выезжали на неделю, на какое-то торжество, на свадьбу племянника. Лето. И вот 3 года назад или 4 года назад она первый раз увидела зиму. Мы приехали справлять Новый год в Казахстан, именно в Джамбул, после Алматы. Когда мы с Алматы прилетели в Джамбул, нас встречали у трапа, и она вышла, и в первую очередь она наклонилась и щупала снег. И думает, правда ли это или неправда. Не верила, что не только в фильмах она там по телевизору видела это, она ощутила настоящий снег, когда ей было 5 лет. Претерпев все испытания, подтвердив правильность своего выбора, приняв обычаи и правила новой семьи, она, тем не менее, не забывала впитанные с кровью матери привычки и правила. Со временем Раушан стала центром притяжения своих среди чужих, выходцев из необъятных просторов СНГ. Теперь этот человек – безусловный двигатель, мотиватор, вдохновитель, идеолог досуга огромного числа переселенцев, душа компании. И вот она, когда оказывается в моем районе, она обязательно звонит ко мне. Гульнарчик, что ты делаешь? И я, естественно, стараюсь по возможности отложить все свои дела и ее встречать. Встречаю дома, накрываю стол для нее. И это всегда праздник. Вот самая точная характеристика для моей подруги – это она человек-праздник.
Она как и умеет устраивать у себя дома праздник, так и приходя в твой дом, она устраивает такой же праздник, такой же фейерверк. Шум, веселье, шутки, дети все веселятся, и все такое происходит, какое-то движение вокруг нее и вокруг всего. И мне это очень нравится. Я под обаянием ее и до сих пор нахожусь. Настолько рада я вообще приходить в этот дом, как я себя ощущаю. Дом этот очень гостеприимен, очень. Вот это вот наша казахская черта гостеприимства, вот оно здесь, в этом доме, как нельзя чувствуется. И это здорово, что мы вот пронесли, и я так рада, что Шаня не изменила своим традициям. Она так же, как и жила в Казахстане, как она рассказывала, у нее и мама встречала дома гостей, и всегда были хорошие застолья у них и веселье. И она продолжает традиции своей семьи. Это вот прям так замечательно, когда то, что ты видишь в семье, и это продолжается также, несмотря на то, в какой стране ты живешь. Это так классно, когда вот есть свое, что тебе подходит и что ты можешь внести даже в чужую культуру. Находимся в Крик-Пар Хаят. Это одно из самых крутых мест в Дубае, где проходит самый большой, считается, гольф-клуб. Здесь очень интересно, весело, красиво. Отсюда мы иногда выезжаем на яхтах, катаемся по всему городу, проводим выходные дни, можно так сказать. Иногда приглашаем гостей, и все довольны, всем нравится. Это самое любимое место, где мы отдыхаем. И мужу очень понравилось в Казахстане, он каждый год туда ездит. Ему очень нравится. Выучил немножко русский язык. See, Kazakhstan, I like basically every aspect of Kazakhstan. It's not only mainly... Знаете, мне нравится почти все, что связано с Казахстаном. Не только еда. Еда отличная. Обожаю шашлыки. Самое лучшее, правда, это бешбармак. Также она привозит казы из Казахстана. Так что в Дубаях мы очень часто готовим бешбармак. So sweet, For 2 months I will stay there. Mostly I will go wear my shorts and my t-shirts, and I'm so relaxed. Every day we have a big house in Taras, so every day I massage. Но люди в Казахстане, их простота – это здорово. Я 2 месяца жил в Казахстане, могу носить шорты, футболки и чувствую себя спокойно. У нас большой дом, потом иду в бассейн. Дельфин самый лучший. У нас в Дубаях такого бассейна нет. Он государственный, но красивый, размером с олимпийский бассейн. Иногда ездим на охоту с друзьями, ездим постоянно на рыбалку. Многие мои друзья солидные люди, у них своя земля, свои озера, речки. Это мне нравится. Такого вы не найдете в Дубаях или даже в Индии. Не найдете. Так что на пенсию я точно выйду и перееду в Казахстан. Может, скажу своей жене, когда я умру, похорони меня только там, в Таразе, и не привози мое тело обратно в Дубай. Мне очень нравится культура Казахстана. Казахстан как второй дом для меня. Мы стремимся посетить его по любой причине и без нее.
когда у нас есть время, если там свадьба или какой-то праздник у родственников или друзей. Мы пытаемся найти причину поехать в Казахстан. Мы благодарны вам, Раушан, за то время, которое вы нам уделили, за усилия, которые вы потратили на нас. Каждая жизненная история уникальна по-своему. Ваш пример говорит, нет непреодолимых барьеров. Сила воли и чистота помыслов способны на многое. На самом деле миром правит любовь. Дорогие наши земляки, соотечественники, которые все живут в Казахстане, я вообще очень скучаем по родине, я бы очень хотела передать огромный привет и любовь, солнечный привет солнечного Дубая именно моим родным и близким. Желаю всем только позитива, добра, море улыбок и самого-самого лучшего. Желаю всем от всей души. Сау болыңыз!